Много ошибок допустили в обороне. Сегодня первый период провалили. Но хочу в то же время похвалить ребят, то, что проявили характер, смогли сравнять по ходу матча в третьем периоде. Но, к сожалению, опять допустили ошибки в обороне и, к сожалению, не смогли. Вчера мы второй период хорошо сыграли, создали моменты, но, к сожалению, с реализацией у нас вчера были проблемы. Ну, радует то, что ребята молодые добавляют, сегодня отличились. Вот. И, конечно же, не хватает более опытных ребят, которые травмы получили, поэтому по ходу вчерашней и сегодняшней игры пришлось сделать корректировки в звеньях. Ну, будем готовиться, сделаем выводы, проведем работу над ошибками, будем готовиться к следующим матчам. Ну, большинство у нас в основном, конечно, есть проблемы с завершением. Вроде как пытаются комбинации создать хорошие, но, к сожалению, завершение у нас хромает. Будем работать над этим. Нет, у нас была мысль, если бы мы пятый гол не пропустили, конечно, была. И сейчас вот в конце там такой спорный момент был, и показалось, что 6 полевых игроков было со стороны соперника, тогда мы тоже поменяли. Ну а так при равных составах не было смысла менять. Ну, игры очень тяжелые, то есть противник это лидер чемпионата. По сути дела, обыграя они нас одну игру, хотя бы они выходили на первое место. Но у них этого не получилось, то есть наша команда не позволила этого сделать. Мало того, что обыграла 2 раза, ребята собрано сыграли обе игры. Я благодарен им очень за это. То есть начали побеждать, начали обретать уверенность с каждым матчем. Плюс начали собирать уже на трибуны народ, поэтому нам как бы очень это важно, чтобы приходили люди, болели за команду, то есть радовались, какую игру показывает команда. То есть это важно и для ребят, и важно для нас очень. Поэтому, ну, как бы все думаю, что дальше будет еще лучше, если будет такая идиллия и будут болельщики. Поэтому мы, как говорится, хотим их приглашать сюда на трибуну, хотим чаще видеть, чаще, как говорится, чтобы болели, приходили. Ну а мы будем их чаще радовать.